Добрый день, дорогие друзья. Видео по поводу Ирона Ахдау, которое я сделал, какой-то большой резонанс имело. Но сейчас мне хотелось бы свое какое-то первое воспоминание, наверное, по этому поводу вспомнить. Наверное, с детства же всегда. Я помню, мы с отцом на море поехали, еще советское время было, начало 80-х годов. И путевку дали. И, в общем, жили мы, получается, в гостинице, в пансионате, недалеко от моря. И давали еще талоны на питание. И питаться, то есть обед и ужин был в кафе недалеко от моря, прям совсем рядом с береговой линией. И, в общем, мы ходили купаться, после этого ходили домой, переодевались, и после этого только и шли в кафе, кушали. У меня тогда вопрос возник, говорю: папа, а зачем мы так делаем? Ну, кафе же рядом с морем, вот посмотри, все остальные люди, они заходят в кафе прям вот в плавках, в трусах, в этих своих купальниках, садятся за столами, кушают, ну, чтобы не ходить 2 раза куда-то в гостиницу, так же быстрее сделать. Он говорит: ты понимаешь, нам, говорит, нельзя так делать. Я говорю: почему нам нельзя? Он говорит: ну вот нам нельзя. Я говорю: ну им же можно, вот они же сидят. Он говорит: им можно, говорит, нам нельзя. И говорит: ты знаешь, говорит, мой отец, говорит, никогда в жизни за стол в трусах не сел. Или там по пояс голый. Ты, говорит, меня когда-нибудь видел в трусах там или по пояс голый, чтобы я за стол сел? Я говорю: нет. Он говорит: я, говорит, надеюсь, что не ты там никогда в своей жизни в трусах или вот так вот полуголый за стол не сядешь. И вот такие, как сказать, небольшие вещи, они и составляют этот Ирон Ахдау. Это ничего там сложного нет. Это обычное воспитание. И когда вот я читаю же литературу, да, я же много чего изучаю в своей жизни, мне очень интересно, как работает, функционирует мировая глобальная элита. Как она всех обыгрывает постоянно, на чем, почему мы их колония, почему мы платим, деньги в Британию вывозим, а не Британия вывозит к нам, да, или в Европу, или в Америку. Это же не они нам дань платят, это же мы им дань платим. Это же наши олигархи живут там, а не их олигархи живут здесь. И вот самое главное, что я понял о структуре элиты, то, что они тщательно хранят традиции. Вот эти традиции и воспитание – это тот столб, тот стержень, вокруг которого держится все. При этом это воспитание, этот стержень есть у настоящей аристократии, и они делают все, чтобы его не было у тех, кого они называют фош. Ну, фош в хорошем смысле этого слова, в английском, так скажем, да. Вот этому фош не нужно ни воспитание, этому фош не нужны никакие традиции и самоограничения. Этому фош преподают внутреннюю свободу. Вы можете делать все, вы вот можете на полу сидеть, вы можете там, не знаю, кушать, пиво из горла пить на лавочке. Вы свободные люди, вы к внутренней свободе стремитесь, потому что вы фош. Поэтому она вам нужна. А мы своих детей воспитывать будем по-другому. Мы, правящая вами элита и аристократия, в жестком самоограничении, в жестком понимании, что самое главное, что должен контролировать маленький человек с самого раннего детства из этой касты людей, да, управляющих миром в том числе, это контроль своих поступков, контроль своего языка, контроль своих мыслей и как высшая форма контроля, контроль своих эмоций. Как это называется по-астински? Ождан зинат, правильно? Вот эти все степени контроля. И чем, я считаю, отличались наши предки. И образец, когда я хочу людям, далеким от нашей культуры, объяснить, что такое ождан зинат, я говорю: посмотрите танец щимт. Вот щимт – это воплощение вот этого духа. Ождан зинада. Я ставлю два ролика, сбрасываю человеку. Вот посмотри лезгинку. Вот лезгинка — это другие кавказские народы. Ай, гуй, вот это вот. Ну, все красиво, там прыгают, резко, энергично. Прекрасный танец, великолепный. И вот щимт есть. Вот щимт — это воплощение чисто нашего духа. Понимаете, ождан не надо. Сдержанность. Сдержанность. Максимальная сдержанность. Контроль своих движений. Контроль своих мыслей. Без тщательного внутреннего контроля ты не сможешь станцевать щимт. Почему по-настоящему щимт могут только астины станцевать? Потому что это вот внутри должно быть, понимаете? Это с детства воспитывается, в молоком матери впитывается. И когда некоторые враги нашего народа говорят, что это все пережитки прошлого, что это все архаика, я вам говорю, это те, кто так говорят, они есть враги. Потому что они хотят уничтожить этот стержень, вокруг которого этот народ держится еще на протяжении сотен и тысяч лет, да? Ну, сотен так точно. Мы оказались заперты в этих горах.
Часть наших там родственников ушла в свое время в Европу во время великого переселения народов. Мы потомки тех, кто здесь остался. Но мы несем примерно общую культуру, общие традиции. И давайте их нести дальше, давайте их передавать нашим младшим. Это совершенно несложно сделать. Не нужно думать, что это есть признак архаики. Это есть признак внутреннего аристократизма. Понимаете? Ождан зинат и Ирон Ахдал. Это признак внутреннего аристократизма. Вот чего это признак, а не какой-то там архаики. А люди, которые говорят вам, что это вам все не надо, что у вас позвоночник должен быть гибкий, как шланг, и гнуться в каждую сторону, это есть фош.